Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Что ждет в ближайшие часы, в ближайшие дни? Что вам по судьбе? Загадайте, пожалуйста, на себя. Давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы будут в моих руках. То, что сейчас открыто, этого не было. Можете узнать. Так, очень даже и неплохо. Мои хорошие, отсыпочка у нас общая. Пожалуйста, об этом не забывайте. Чужого не берите, но и свое не пропускайте. Так, смотрите, здесь слева у вас вышла лилия. Причем в каком-то очень сложном и достаточно долгом деле. Что-то очень долго тянулось, было очень тяжело, было очень сложно. Но вы успеха добьетесь. Это не просто успех, это лилия. Это больше, чем успех. Тут и успех, и радость, и какой-то прорыв даже, момент прорыва. Долго вы к этому шли, вы не верили в успешность затеи, вам казалось, что зря вы этим занимаетесь, что вы ничего от этого не получите. Но тут прям целая лилия у вас идет, еще и с левой стороны. Прям успех придет настолько неожиданно, что вы ахнуть не успеете. Просто прекрасно. И еще, девчонки, у кого очень сложные и проблематичные отношения с мужчиной, как раз таки у вас прям шикарно отыграется. Вы от мужчины добьетесь всего того, чего хотели, и даже больше. Да? Он даже на большее пойдет. Вот для вас прям сюрприз-сюрприз. Но счастливы вы, когда эту лилию получите, вы будете самой-самой счастливой. Тьфу-тьфу-тьфу. Так, здесь башня, и она рушится. Видите вот эту белку, которая над этой башней? Башня падает. Башня была острая, неприступная. В башне не было ни окон, ни дверей. Белка, башня падает. Но это какое-то безумие, это какая-то очень травмирующая, опасная ситуация, страх, испуг, либо угроза, да? Угроза вам, угроза вашим близким. Может быть, на работе вам угрожали, что вас уволят. Может быть, вашему бизнесу что-то грозило. Может быть, с законом были какие-то проблемы, да? Либо угроза шла именно от закона, от правоохранительных органов. Может быть, вам кто-то судом грозил, да? Либо какая-то ответственность могла на вас лечь. Башня падает. То есть сама по себе эта ситуация начинает раскачиваться и разрушаться. И еще по таким башням, вы знаете, бывают такие люди, которые, вот как скала, да, не подвинешь, не передвинешь. А у человека такой характер, либо принцип, либо человек принимает такое решение. Башня падает, то есть человек смягчится, либо сама угроза отступит, да, потому что у одних отыграется именно угроза, вам что-то угрожало, какая-то как беда надвигалась, и вы прям очень сильно боялись. Но у других какой-то конкретный человек, который вел себя, словно бы он крепость, башня. Смотрите, видите, рушится, клонится вправо, клонится на вашу сторону. То есть будет по-вашему, либо так, как выгодно вам, так, как хорошо для вас. Разрушится. Ну а если касается работы, то те преграды, которые были в вашем карьерном пути, либо в вашем бизнесе, они рухнут. Без всякого вашего участия. Просто возьмут да рухнут, сами себя изживут. Для вас это тоже большой источник радости. Смотрите, слева мужчина в окружении ворон. Окружили его вороны, причем с разных сторон. И мужчине что-то, скорее всего, о вас говорят, как сплетни передают.
Либо это женщины, которые мужчину от вас отговаривают. Ну, говорят, там, не иди к ней, она плохая, там, не связывайся с ней, она там гулящая, такая, сякая, рассякая. Мужчина затыкает уши, и он этих ворон не слушает. Медленно, но уверенно идет к вам, идет в вашу сторону. И никакие вороны не смогут его отговорить от вас, либо от выбранного им пути, да, путь, который ведет именно к вам. Если вы сейчас переживаете, что вашему любимому мужчине там, про вас 3 короба наврут, да, наговорят, там, всякую ложь, выдумки всякие, он слушать не станет. Мужчина верит своему сердцу, слушать он не станет. Он все равно придет к вам, все равно идет в вашу сторону. Он не поверит во все эти россказни, не примет ни к сведению, ни к уму, просто заткнет уши и все равно пойдет в вашу сторону. Так, здесь у нас вулкан, который дремлет с вашей стороны. И я так понимаю, что ситуация касается вашего терпения. Что-то вы очень давно и долго терпите. Может быть, какое-то брутальное отношение в свою сторону. Может быть, несправедливое отношение. Может быть, какая-то обида, да, вас постоянно обижают. Может быть, еще что-то, да, вот терпите. Но здесь явно будет взрыв. В ближайшие дни, в ближайшие часы кто-то прям взорвется праведным гневом. Знаете, вы всех распугаете, либо всех напугаете, на место поставите. Но покажете, что с вами шутки ни к чему хорошему не приводят. Что вас нужно и ценить, и уважать, и относиться к вам соответственно. Да, долго вы терпели, и вот будет взрыв. Ну, вы пар выпустите, с одной стороны, а с другой стороны, вас поймут, вас услышат, и люди поменяют свое отношение либо поведение в вашу сторону. Здесь как бы полезная ситуация идет. Так, смотрите, какой огромный костер разгорается. Это как новая идея. Идею вам либо подкинут, либо с кем-то вместе вы будете эту идею обсуждать. Идея просто замечательная. Здесь, чего бы это ни касалось, все закончится очень успешно. Пока этот костер горит, и горит так ясно, нужно действовать. Не нужно ждать, нужно действовать. Опять же, вы все разные, у каждого своя идея. Действуйте, не ждите. Вот прекрасный момент возможности, который ни в коем случае нельзя упустить. Абсолютно гениальная идея с точным, гарантированным, успешным результатом. Действуйте. Чуть выше кто-то возьмется за учебники, за книги, что-то вам нужно будет выучить, причем какой-то ограниченный период, да, вот там несколько дней, либо, может быть, за несколько часов. Вы абсолютно не верите в позитивный результат этого дела, да, этой затеи, но за книжку вы беретесь, да, либо что-то начинаете читать. Вы знаете, несмотря на ваш пессимизм, вы либо у вас память фотографическая, либо вы действительно легко усвоите эту информацию. Может быть, интересно вам будет. За очень короткий срок вы выучите большой объем информации. Причем у кого-то еще отыграется, что вы должны кому-то как экзамен сдать, либо показать, что вы знаете. У вас это здоровски получится. Здорово получится. Бояться не надо. Нужно брать и делать. Просто брать и делать. И вот зря вы в себя не верите. У вас все получится. Здесь все замечательно будет. Смотрите, какая у вас тут веточка. Мостик, веточка. Скорее всего, вам чего-то не давали делать. Либо как не допускали вас к чему-то. Но вы свое все-таки от жизни возьмете. Как бы вас там ни гнули, ни ломали, вы свое от жизни берете. У одних отыграется, что мужчина хотел вас там согнуть, сломать, под себя прогнуть. У других, может быть, конкуренты. У третьих работодатели. Да? Но вы все равно от жизни берете свое. Вот он изгиб, но веточка не сломалась. На ней появляются 2 мощных зеленых листочка. И тот, кто вас пытался сломать, просто вот перед вами, не знаю, склоняется в поклоне и говорит: ну признаю, ты сила, ты мощь. Извини, там был неправ, была неправа. Такая вот тяжелая, но победа.
Но вы свое что-то берете, либо своего добиваетесь. И так можно прочитать. Мужчина вам будет сниться, либо он снится уже вам и дальше будет продолжать сниться. Мужчине сейчас как-то плохо, либо ему без вас плохо, либо по жизни ему очень плохо. Смотрите, все те ночи, когда он вам снится, это говорит о том, что он о вас постоянно думает, о том, что он очень сильно по вам соскучился, либо он очень сильно в вас нуждается. То есть не просто так он вам снится, это не сами вы себе его надумали. Это просто потому, что он о вас постоянно думает, мечтает, да, либо очень сильно в вас нуждается. Может быть, все сразу. Прям будет сниться. Так, с левой стороны. С кем-то вы переписку начнете, неожиданно для себя. Общаться будете электронными письмами, может быть, смс-ками в мессенджерах, либо в соцсетях. С кем-то начнете общаться. Сначала вы будете общаться в таком ключе, что вот я написала, все, отстань от меня, а потом как будто бы втянетесь. Ну, такая достаточно интересная, развлекательная, развлекающая переписка у вас получится. Как-то нехотя начинаете, а потом как втягиваетесь. Переписка. Дальше. Люди, которые от вас что-то скрывают. Ну, тут у них свои шкурные интересы, они от вас скрывают, какими-то делами занимаются и вам ни о чем не говорят. Вы на них смотрите, понять не можете, что происходит. Пока они что-то делают скрытно от вас, вы просто ровно сидите, да, и ничем не занимаетесь. И получается, что вы в более выигрышном положении, чем эти люди. Смотрите, вот этими своими тайными действиями они сами себе вред причиняют. Либо в убытки большие попадут, либо в какие-то неприятности большие попадут. А вы в выигрышном положении оказываетесь. Видите как? А если бы они вам рассказали, да вас бы еще в это втянули, вы бы тоже могли многое потерять. А так вы молодец, вы в выигрыше. Да, у вас все хорошо, все в порядке, а эти люди, смотрите, они все как с мечами, да, их протыкают мечами, то есть они неприятности получают. Так, еще дороги, которых вы не ждете, дороги, в которые вы не собираетесь. Дороги. Здесь скорее как предложение будет съездить куда-то, где-то побывать, либо вас кто-то куда-то будет звать. Здесь несколько дорог. Одно предложение вы точно принимаете, ну а другие предложения вы либо отталкиваете, либо у вас просто нет времени, чтобы поехать. Ну, может быть, желания нет. Но одно предложение вы точно примете. Большая красивая рыбка заплывает слева. Но это денежная сумма, которую вы не ждете. Она заплывает слева. Но здесь нужно еще будет как-то изловчиться, чтобы эту рыбку поймать. Она просто плавает вокруг вас. Вот кто ловкий, кто шустрый, тот рыбку точно поймает. Такая не мелкая рыбка. Косточки. Ну это чьи-то косточки. Кому-то кости будут перемывать. Тому, кто это заслужил. Разговор о каком-то гнусном, противном человеке. Вы с кем-то будете говорить и смотрите, случайно для себя найдете как соратника либо союзника, да, против какого-то гнусного, жесткого и вообще неприятного человека. Ну, типа вы сплетничаете, на самом деле вы просто делитесь своими впечатлениями. И вот случайно какой-то человек, там слово за слово, и окажется, что у вас общий там недоброжелатель, либо общий, ну, враг, допустим, да, вот как союзника себе случайно найдете. Здесь мужчина, который очень много проблем вам создал в жизни. Создал и как ушел, исчез. Вам удастся эти проблемы ему вдогонку кинуть, то есть себя снять и на него перевесить. Но здесь как-то закон вам помогает. По закону, по праву удастся доказать, что это не вы все это учинили, придумали, а что мужчина это все сделал и на вас скинул. Да, как с себя, со здоровой головы, да, вы перекидываете на больную голову, на того, кто это все сделал. Но мужчины сейчас нет, и, возможно, даже вы не знаете, где он. Но теперь не ваше имя будет фигурировать, а именно его. Вам удастся доказать. Это очень сложно, но вам удастся.
Буквально вот в ближайшие дни вы и докажете. Так, смотрите, а здесь человек в себе открывает какие-то новые сверхспособности в определенных условиях, с которыми вы столкнетесь, вы в себе откроете сверхспособности, о чем вы даже не думали, не мечтали и предположить не могли. Вас это и немножечко напугает, и очень сильно обрадует. Такие смешанные чувства. Где-то вы себя проявите, в чем-то вы себя проявите так, как никогда не проявляли. Да, что-то вы в себе открываете. Ну, поскольку у нас общая отсыпка, вы все абсолютно разные, но тем не менее, я вижу, что вы и горды, и немножко напуганы, и как и радость, и тревога, и все это смешалось. Но да, вы способны на многое. И именно сейчас, в самые ближайшие дни, вы в себе это обнаружите. Но вы еще это использовать будете. Тут не только вы в шоке, но и те, кто вас знают, кто вас окружает, все будут в шоке. Мужчина женщине признается в своих страхах, либо в своих переживаниях. Женщина его слушает, и ей смешно. Ну, какие-то страхи такие детские, да, детские страхи. Вы найдете правильные слова, чтобы этого мужчину успокоить. Он на вас с таким доверием смотрит. Просто невероятно. У вас аж мурашки будут от этого взгляда по телу бегать. Но с одной стороны вы рады, что он вам доверился, а с другой стороны вы такая думаете, ну ничего себе, если он такого боится, что же от него в будущем ждать? Но правильные слова вы найдете и успокоите, утешите, и, грубо говоря, форму приведете. Так, цепочка. Формируется цепочка. Это как действие, наверное. Шаги действия, которые вы будете предпринимать. Смотрите, берете себя в руки, группируетесь и придумываете, либо продумываете точный план, алгоритм действий. Это вам здорово поможет. Ваша цель, ваша призрачная цель, да, вы этого хотите, но вы в это не верите, она все ближе и ближе становится. Правильное планирование, правильный подход даст очень конкретный и быстрый результат. Да, планирование, четкий алгоритм действий. Так, еще смотрите, какая тут птичка необычная. Очень похожая на птицу феникс, либо на жар-птицу. Что-то, что казалось утерянным, безнадежным, невозможным, необратимо загубленным, вот опять оживет, либо опять надежда появится. У кого-то на отношения, у других на какие-то возможности материального характера, на какие-то поездки, на какие-то улучшения в жизни. Прям оживает у вас на глазах. Вот именно в этот раз у вас действительно все получится. Вы молодец. Так, еще шапочка, которую вам предлагают примерить. Но это ложь, это обман. Шапочка вообще пустая идет. Да, ни о чем, информация ни о чем. Вы знаете, тут вам высшие силы помогут. Вас отведут от этого обмана, от этого мошенничества. Просто отведут. И вы эту шапку не примерите. И обманутым не будете. Не станете обманутой. Как высшие силы отводят, в противоположную сторону вас отводят. Так, человек, который как-то рядом с вами присутствовал, но никогда не проявлял в вашу сторону ни интереса, ни симпатии, ни желания дружить. Вот человека как будто бы подменили. У одних отыграется, что будут набиваться в женихи и невесты, а у других отыграется в подруги, либо в друзья. Да, прям по пятам за вами ходит и смотрит на вас, как преданная собачка. Человек то ли наконец-таки раскрылся перед вами, то ли у человека были по поводу вас какие-то заблуждения. Эти заблуждения ушли, человек осознал, что был неправ. Такая перемена, разительная, резкая перемена к вам. В самом венце у нас месяц, интуиция, и также женская сила, женские чары. Очень благоприятные дни для того, чтобы проводить ритуалы, обряды
на здоровье, на успех, на любовь, на счастье. Очень благоприятные дни. У вас даже желание появится. Да? Может быть, вы давно хотели какой-то ритуал провести, но все откладывали. А тут благоприятные дни. И вы прям чувствуете, что хочу, да, хочу и буду. Но у других отыграется, во-первых, женщина почувствует свою силу по жизни, на мужчин. И также повышение интуиции. Да, мощно будете предсказывать, предчувствовать, предвидеть. Хорошие на самом деле знаки. Так, мои милые, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.